Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что выбираете быть со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку, за ваше участие, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Срочно, на что вам необходимо обратить свое внимание. Давайте посмотрим, что говорят вам ангелы. Ангелы-хранители, ангелы-покровители. Загадайте, пожалуйста, на себя. И давайте узнаем. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, на что же вам срочно необходимо обратить внимание? Смотрите, вот здесь показывают предложение. Предложение, приглашение. Видите, большая птица прям справа залетает. Стоите вы на согнутых ногах, то есть не уверены, либо посчитаете, что это предложение сомнительное, и рядом с вами какой-то мелкий человек тянет вас за руку. Это может быть и ребенок, и это может быть человек, который, допустим, вам завидует, либо вас очень сильно ревнует. Возможно, это предложение связано вот куда-то сходить, куда-то поехать, либо предложение связано с бизнесом, работой. Да? Вот предложение, в котором вы не будете уверены. Обратите внимание и ни в коем случае не отказывайтесь. Поверьте, здесь с правой стороны огромная птица залетает. Может быть, даже предложение не будет выглядеть конструктивным, либо очень весомым, но это предложение, оно вам желанную дверь открывает. Причем желанную дверь в прекрасное будущее в жизни, которое вы еще никогда не жили. То есть, если работа, то вы очень быстро вырастете по карьере, либо у вас будут очень крутые доходы, заработки. Если куда-то пойти, либо поехать, то там вы обязательно с кем-то познакомитесь, да, и тем самым измените свою жизнь. Либо нужных людей найдете, которые могут и помочь, и заступиться, и подсказать, и что-то даже в жизни вашей исправить. Ну, у кого-то, как я уже сказала, да, любовная тема отыграется. Вы поедете, допустим, там на прогулку, либо на встречу с друзьями, и там встретите ту самую, либо того самого. Но вас явно что-то будет останавливать. Ну, либо ваша неуверенность, сомнения, и еще плюс рядом человек. Допустим, вы скажете: ой, у меня маленький ребеночек, вот с кем я его оставлю? Либо, может быть, ревнивый кто-то рядом, такой типа: не едь, не ходи, это все плохо, да, либо плохо закончится. Но вот за левую руку тянут, значит, это не повод для того, чтобы отказываться. Предложение, которое вы уже получили, либо получите в самое ближайшее время, да, до конца недели, допустим, получите. Обязательно идите, обязательно поезжайте и ни в коем случае не отказывайтесь. Потому что если вы откажетесь, то вы откажетесь от своего звездного будущего. Вот ваше будущее уже рядом. Рядом, и все будет зависеть от вас. И еще, мои хорошие, вы не замечаете, не придаете значения поведению какого-то человека. Человек ведет себя странно, холодно, прохладно, неразговорчив, отворачивается, лишний раз не идет на контакт. Вы это списываете на настроение, либо усталость, либо какие-то другие причины оправдания придумываете. Но мне идет, что этот человек очень сильно на вас обиделся. И еще мне идет, что в уши этому человеку грязную воду налили. То есть кто-то мог вас оболгать, кто-то мог вас подставить, кто-то мог вас заочно в чем-то обвинить, причем привести какие-то доказательства. Вот. Нельзя эту ситуацию пускать на самотек. Если кто-то ведет себя холодно, прохладно, а до этого у вас были хорошие отношения, прекрасные отношения, будь то любовные отношения, будь то дружеские, будь то соседские отношения, родственные. Вот нельзя ждать, нельзя медлить. Нужно во что бы то ни стало с этим человеком поговорить. И поговорить напрямую. Задать вопрос в лоб. Что случилось? Почему ты так себя ведешь? Что не так? Объясни, я не понимаю, да? Мне нужно знать. Вот. И что-то ужасное раскроется. Да? Человек вам скажет: да ты там то-то, сё-то, да? Да вот мне рассказали, да мне там показали. Вы аж ахнете.
Но знаете, что все можно исправить. Исправить здесь и сейчас. Если вы начнете говорить, если вы причину узнаете, вы этого человека назад к себе повернете. И человек перестанет на вас дуться и обижаться. Если вы ничего не будете предпринимать, вы рискуете с этим человеком разругаться, расстаться навсегда. Понимаете, вот какая-то такая информация. Мне идет, что вас подставили, оболгали, подставили. Может быть, специально кто-то на вас гадости наговорил, чтобы вы с этим человеком перестали общаться. Дальше, мои хорошие, здесь показывают питание, то, что вы кушаете. У вас питание какое-то прям очень скудное. Вам не хватает, я так понимаю, нужных микроэлементов, витаминов, да? То ли вы на очень строгой диете сидите, голодом себя морите, либо в ужасных ограничениях, да, там гречка одна, да, либо яйца вареные, либо вы в силу своей платежеспособности себя ограничиваете именно в еде. Вот так делать нельзя, потому что вы ставите под удар работу всего своего организма. Всего организма. Это не только там желудок, да, это мышечная масса. Здесь еще и мозговая деятельность, понимаете? Нельзя так делать. Худейте под наблюдением специалиста, который там ваши анализы видит, понимает, что у вас там происходит в организме, чего у вас хватает, чего не хватает. Опять же, питайтесь дробно, да, если хотите похудеть, но питайтесь разнообразно, пожалуйста. И экономить на своем здоровье, на своем питании ни в коем случае нельзя. Потом лечение вам прям в приличную сумму станет. Вот. Понятно, что вы хотите, может, там лучше детям купить, либо какие-то там долги оплатить, чем-то с кем-то рассчитаться, поэтому вы себя ограничиваете в еде. Но потом подумайте, сколько вам придется заплатить за лекарства, медикаменты, врачей, анализы, да, чтобы поправить свое здоровье. Не делайте этого. Это плохо. Это плохим закончится. И люди, которые берут аскезу, да, возможно, вы взяли себе аскезу и смотрите мое видео. Эта аскеза не пойдет вам во благо. Вот что касается еды. Явно, может, организм не был готов, понимаете? Вы же, скорее всего, в аскезу входили, вы не проверяли свое состояние организма. Вот прекратите этим заниматься, идите к врачу. Либо начинайте кушать правильно. А аскезу придете в хорошую форму, да, вот тогда уже и возьмете. Мне не нравится. Мне показано, что вы себя ограничиваете. Это очень дурно влияет на весь ваш организм. И на мозг тоже ваш влияет. Потом придется очень долго и нудно восстанавливать свое здоровье. Еще и денег много заплатить. Так, женщина. Здесь у меня женщина такая красавица показана. Самостоятельная, независимая, красотка. Гордая, себе цену знает. Мужчины ее как-то в жизни прям разочаровывали, подводили, даже, возможно, обижали. Вы как от мужчин закрылись. Но рядом с вами показывают верного, доброго и любящего человека. Этот человек готов ради вас и в огонь и в воду. Только скажи, даже не скажи, просто покажи, да. Либо намекни, я для тебя все готов сделать. Может быть, этот мужчина не ловит звезд с неба, да? Может быть, у него нет какого-то крутого статуса, может быть, он не самый главный авторитет, но он очень добрый, положительный и теплый человек. Он вам может дать все то, чего вам в жизни не хватает. Ведь счастье, как вы знаете, оно ведь не только в деньгах и не только в том, что там человек крутой, да, при статусе. Нет, тут про любовь, здесь про нежность, здесь про ласку, про заботу. Это именно то, что вам необходимо. Этот мужчина рядом, и он на вас смотрит, как на богиню. И вы много раз это видели. И, может быть, даже себя не очень комфортно чувствовали, да, но потому что этот стереотип, что он простой мужчина, может быть, он не занимает высокую должность, а вы ведь у меня очень крутая бизнес-вумен, либо женщина, которая себе триумфальную карьеру сделала. Не обращайте внимания на это, не слушайте вы никого. Поверьте, с этим человеком вы настоящее счастье найдете, настоящую любовь найдете. Позвольте этому человеку себя проявить. Может сказать, что этот человек тот самый обещанный принц, да, ваша судьба. Просто ваш принц, он, допустим, не на коне, а на своих двоих, да, на ножках. Может быть, человек не создан для того, чтобы делать карьеру, там,
вертеть миллионами. Но при этом человек действительно может любить. Тем более, зачем вам такой человек? Вы сама очень сильная. Вы не потерпите рядом с собой человека, который будет давить на вас своим авторитетом и мериться с вами, кто из вас сколько заработал и вложил. Конечно, не потерпите. Уже такое было в вашей истории. А этот человек, он такой мягкий, он такой добродушный. Вам он станет отдушиной и опорой. И деткам вашим он станет не только отцом, но и хорошим близким другом. Девочки, не бойтесь осуждения. Мне еще, кстати, идет, что этот мужчина, он как помладше вас по возрасту. Ничего не бойтесь, ни о чем не думайте. Дайте этому человеку шанс. Хотя бы просто попробуйте. Пусть он откроется вам. Да, поговорите с ним, может, на свидание сходите, и вы поймете, кто он такой. Вот мне идет, что вы от своего счастья отвернулись. И отвернулись из-за каких-то стереотипов, либо убеждений, но не ваших, а убеждений общества вокруг вас. Да? Что мужчина должен быть старше, у мужчины должны быть деньги, квартиры, машины, да? Что мужик такой прям должен быть. Ну, вы такая, понимаете, вы как генерал в юбке. Зачем вам сильный мужчина? Вы не уживетесь. А с таким мужчиной у вас будут идеальные отношения. Вот. Ну, понятно, что вы все разные, у каждого свой взгляд на жизнь. Но вот мне идет, что вы как заложница стереотипов, причем не своих, а именно навязанных обществом. Вот. Ну, вам передаю такую информацию. Все, что могла, я вам сказала. Дальше. Мне показывают какой-то сундук. Знаете, как этот ящик Пандоры, вот так хочется сказать. И вы туда прям намеренно лезете. То ли вы что-то узнать хотите, то ли вы чем-то заняться хотите. А вас, значит, вот все духи рода, ангелы-хранители, ангелы-покровители, вот все пытаются остановить. А вы такая: нет, нет, я хочу, я буду, я открою этот ящик. Смотрите, я вижу, что у вас что-то не получается. Но не получается, потому что вас хотят от этого уберечь. А вы прям уперлись, вот подавайте, да, вот здесь и сейчас, я это хочу, я этого добьюсь. Вы не туда лезете, извините за слово, но вот именно так идет информация. Вот видите, они все тут выстроились, от вас прячут какие-то беды и неприятности. Может, это какой-то бизнес-проект, который грозит тем, что вы все свои средства потеряете, еще в долгах останетесь. Может быть, это какие-то связи, да, которые ничем хорошим не закончатся. Может быть, это мужчина, да, который может для вас даже опасным стать в будущем. Может быть, это какая-то поездка, которая трагедией может закончиться. А вы такая: нет, хочу, нет, буду. Ну, либо мужчина, просто переворачивайте на себя. Здесь я вижу, что у вас не получается. Вас прям отводят, понимаете, отводят, не пускают. А вы и болеть можете, когда у вас там встреча назначена. Там человек может куда-то пропасть, запропаститься, а вы начинаете искать. Там визу не дают, либо там рейсы отменяют, да, вот не лезьте туда, это не ваше, это не для вас, не про вас, это ящик Пандоры, там одни беды и неприятности. Не стоит оно того. Послушайте своих ангелов, покровителей, хранителей, послушайте духов рода, но они же вам хорошее желают. Вот вижу желание такое сильное, стойкое желание, которое вы не можете реализовать. Вам просто не дают, чтобы вы сами себе не навредили. Значит, не надо. Так, еще. Вокруг вас какие-то люди ушлые вертятся, которым чего-то от вас очень надо. Либо люди, которые благодаря своей ушлости вашими ресурсами пользуются. Допустим, в прямом смысле слова, к вам постоянно может кто-то приходить и вот с протянутой рукой у вас что-то просить. Даже вот у человека все есть, но он не хочет тратить свое. Зная вашу доброту, придет к вам и начнет клянчить. Также могут быть люди, которые такие ушлые, знающие, да, которые приходят и у вас что-то постоянно берут. Какие-то мелочи стреляют, там спички, соль, сахар, мука, крупы, что угодно могут у вас брать. И этими вещами, помимо того, что да, берут продукты, либо вещи, они еще и энергию вашу тянут, пользуясь крадниками, да, либо специальными заговорами. Да. Так что надо быть умнее. И благотворительность — это хорошо, помощь ближнему — это хорошо, но с умом надо это все делать. Вот мне идет, что вы помогаете тем, кто лентяй, либо слишком ушлый. Вот. Ну, грубо говоря, как спонсируете людей, которые за чужой счет любят жить. Либо привыкли, либо любят, либо это их единственный способ жизни, да, за чужой счет. Живу на чужие и чужим пользуюсь.
Также могут и тащить вашу удачу, ваше здоровье, ваше везение, какие-то хорошие события из вашей жизни перетягивать, счастье, радость, спокойствие могут из вас тащить, а вы не замечаете. Да? Вы по доброте душевной помогаете, ну, если просят, как же ты откажешь. А поверьте, человек, который нуждается, он никогда не придет и не попросит. Такие люди, они очень скромные. А вот те, кто лезут с протянутой рукой, наглые, они, поверьте, не нуждаются. Протрите глаза, желательно святой водичкой, и вам все откроется. Вы поймете, кто есть кто, да? Все это поймете, все это узнаете. Ну вот я вижу рядом с вами двоих, которые прям из вас все соки тянут. 2 человека. Дальше, мои хорошие. Здесь вам говорят, что нужно готовиться к каким-то очень ярким и стремительным событиям. Что эти события, ну вот как застанут вас врасплох. И если вы к ним не подготовлены, и вы, например, испугаетесь, то вы эти события можете упустить и пропустить. Эти события, их будет 3, и они произойдут вот как-то либо в один день, либо одно за одним произойдут. Все эти события для вас, ну, во-первых, чашку наполняют, во-вторых, буква В показана у вас в правой руке. То есть все эти неожиданные события приведут вас к ресурсному состоянию и к самой громкой и важной победе в вашей жизни. Случаются эти события очень резко и неожиданно, так что вот, правда, человек может испугаться и закрыться от этого. Не надо закрываться от перемен. И если что-то идет не по плану, не так, как вы задумали, не так, как вам обещано, это не значит, что это плохо. Наоборот, это значит, что сама судьба вмешивается и перетасовывает карты, и правильно их выставляет для вас. То есть мне идет, что как обещанные перемены, либо долгожданные перемены, то, что вы просили, молили, именно это произойдет. Вот как 3 за один день, либо вот 1 за одним пойдут. Вот бояться не надо и упускать не надо. Еще здесь показывают людей, которые что-то знают и умеют. И вам бы неплохо бы с этими людьми подружиться, войти в тесное общение, ну, либо обучиться у этих людей. Да? Может быть, вам, в принципе, необходимо для достижения каких-то ваших задач и целей пройти полноценное обучение. Люди хорошие, люди знающие. Ну, вы, скорее всего, понимаете, о ком я говорю. Может быть, вы просматривали объявления этих людей, либо вы конкретно знаете этих людей. Да? Лучше вот не стесняться этого момента, а пойти попросить, чтобы вам подсказали, научили, объяснили, либо курс для вас провели, да? Передали вам свои знания и умения. Это вам станет хорошим подспорьем и значительно облегчит вашу жизнь, вашу участь, ваше дело. Да, надо учиться, надо развиваться. Знаете, как говорят, знания за спиной не носить. Они не тяжелые, но они действительно помогают. Вам эти знания очень и очень нужны. Так, и еще про деньги говорят. Говорят, что деньги нужно считать. Как там? Деньги счет любят, да? Может быть, вы не считаете ни доходы, ни расходы, либо считаете, там, когда денег не остается, либо вы в ужасе, боже, а куда деньги делись? Вот только недавно зарплату получила, либо там доход капнул. В общем, надо считать. Какие-то у вас есть траты, которые можно полностью убрать, сократить, ликвидировать, и это вам поможет. А может быть, у вас как общий бюджет, допустим, да, и ваш близкий человек себе позволяет какие-то траты, которые вы бы не одобрили, если бы о них знали. В общем, деньги надо считать. Именно это вам говорят. А вы уж там сами разбирайтесь. Когда, где, сколько, что, откуда. Вот надо считать. Это как обязательно, это вам во благо пойдет, если вы будете считать деньги. Так, переживания за детей. Кто-то очень переживает за детей. За детей переживаете, жизнью детей живете, а себе во всем отказываете. Знаете, говорят, что вы зря так делаете, и ваша гиперопека, она вашим детям не нужна. Она, ну это обидно, наверное, прозвучит, но мне вот идет, что она немножко мешает. Мешает вашим детям становиться самостоятельными, решать проблемы. Дети, которые становятся такими, знаете, ну вот сахарными, да, ну вот там любой дождик, и уже все, начинают таять. Надо детей закаливать, и надо детей воспитывать так, чтобы с позиции мудрого человека, знающего, опытного, просто делиться опытом.
Вот ваши дети, они ваши прямые потомки. Они не могут быть хуже, чем вы, понимаете? То, что есть у вас, то, что есть в вашей генетике, оно передалось вашим детям. И вы также должны знать, что каждое новое поколение опережает предыдущее. Вот. Поэтому не надо так нянчиться, не надо пылинки сдувать. Во-первых, вы и сами еще можете полноценно жить, построить свою жизнь. Кто-то карьеру может построить, кто-то бизнес, кто-то личную жизнь. Да? А ваши детки, они и сами могут, и сами разберутся. И им даже во благо пойдет, если у них будет больше самостоятельности, да, свободы действий. Вот, подумайте об этом. Я понимаю, что как любящая мама, либо любящий отец, очень сложно на это пойти. Но это во благо будет вашим детям. Дети очень быстро растут, еще раз говорю, опережают. Они опережают вас. Вот, так что дело ваше, но такую информацию вам передали. Так, много говорите, но мало слушаете. И это прям упрек. Вам упрек. Говорите вы всяко разно, вы делитесь информацией, вы рассказываете о себе, о своих планах, задумках. Вы, может быть, даже за какую-то информацию деньги платите, но потом ее бесплатно всем рассказываете. Но мало слушаете. Вокруг вас люди, не стесняясь, могут говорить разные вещи. И если бы вы были повнимательнее и, возможно, там, не стеснялись там, подслушать чужой разговор, то вы бы ахнули, охнули бы и волосы дыбом бы встали. То есть люди, которым вы верите, либо доверяете, либо у вас на хорошем счету, на самом деле не такие уж и хорошие и позволяют себе, действительно на словах очень фривольные вещи. Надо слышать, надо слушать. И поменьше говорить, да, чтобы не завидовали, чтобы вашими идеями не пользовались, чтобы ваши себе не перебирали, да, не забирали с вас. Вот. Это, кстати, хороший навык, уметь молчать и уметь слушать. Да. Это не значит, что вы должны себе скотчем рот заклеить, да, и уши себе отрастить огромные, как у слона. Нет, просто надо быть более повнимательнее и научиться общаться общими фразами. Понимаете? Вот как-то так именно показали. И еще здесь показывают, что вы очень торопливый человек, да, спешите вечно, что вы форсируете события, не даете им созреть, не даете им оформиться. Да, может быть, вы привыкли жить вот на одном дыхании. Вот если есть дело, зачем его откладывать? Вот пойду и сделаю, пойду и решу вопрос, проблему решу, либо закрою. Вот иногда нужно отпустить. Да? Возможно, вам не придется так много напрягаться и так сильно уставать. Вот мне идет, что вы очень спешите и все стараетесь вот заранее даже сделать, переделать, не давая возможности, может быть, кому-то вам помочь, либо кому-то поучаствовать, либо сделать за вас. Да? Может быть, и делать-то ничего не надо. Да? Ситуация сама по себе исчезнет, рассосется. А вы же вперед, да, на баррикады всегда. Не жалеете вы себя. И, опять же, ваша спешка, она не хорошая, не полезная. И она против вас работает. Да? Не надо притягивать за уши. Да? Дайте этим ушам сначала отрасти, чтобы вы понимали, с чем вы имеете дело. Стоит ли вам вообще с этим иметь дело? Еще здесь мне показывают мужчину и женщину. И женщина какое-то радикальное решение приняла по поводу мужчины. То есть расстаться, развестись, перестать общаться. Да? Вот, может, там и повод был, может, и причина какая-то конкретная, железобетонная. Но говорят, чтобы вы не спешили. И говорят, что не все так есть, как кажется, либо как вам представляется. Мужчина вообще как-то себя очень странно ведет. Тут, скорее всего, ревность, подозрение, что он вами пользуется, либо, допустим, у мужчины другая женщина есть. А на самом деле тут все немножко по-другому. Я так скажу, никаких женщин у него нет, но да, у него есть проблемы. И проблемы очень серьезные. И здесь мужчина, он выбрал такую тактику, вот отмалчиваться, терпеть и отмалчиваться. То ли он так вас боится, то ли он так не хочет вас разочаровать, упасть в ваших глазах, что ему как бы предпочтительнее, чтобы вы думали, что у него есть другая женщина, чем вы узнали всю правду о его текущем положении дел. Вас призывают не спешить разводиться, либо расставаться. Вас призывают просто дать этому мужчине время.
время справиться с тем, что на него навалилось. Поверьте, он вам потом все объяснит. И вы, конечно же, все узнаете. И ревновать, ну зря вы ревнуете. Никого у него нет. Вы у него одна единственная. И если вы расстанетесь и разойдетесь, вы оба будете очень жалеть. А вы прям особенно будете, женщина, жалеть. Потому что мужчина хороший. Он и хороший, и любящий, и еще, я так скажу, очень перспективный. Может быть, не лучшие времена проживает, да? Просто нужно немножко времени. Не надо рубить с плеча. Дайте ему время прийти в себя, решить свои проблемы и оправдаться, извиниться перед вами за свое молчание и холодность. Да? Вы все узнаете. Развестись, разойтись вы всегда успеете. Но если вы друг друга потеряете, жалеть будете оба. Именно так показали. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.